Один из масштабных фильмов всего казахского кинематографа. Это был самый тяжелый костюм, он весил около 25 килограммов. Зритель всегда увидит, когда вещь новая, он не поверит. Пытались найти, прочувствовать, какая ткань как меня раскрывает. В момент рождения костюма он уже становится живым. Мы готовились физически в первую очередь. По фильму была целая армия амазонок, девушек, героев, да, кто участвовал в военных битвах, так скажем. Нас отправили в каскадерский лагерь «Намат», где мы 2 или 2,5 месяца готовились, прям как в армии. Там в 7 утра подъем, по коням, потом у нас физподготовка, фехтование, борьба, бокс. И так до позднего вечера. К тому же я во время подготовки сломала ногу и месяц где-то еще была в гипсе. Но в целом подготовка была очень интенсивная. В основном мы очень много лопатили разного иллюстративного материала, реконструкций. Это, естественно, курганы все Центральной Азии, сакского периода и скифского периода. Нужен иллюстративный материал, а его мало. Вот в этом была немного сложность, потому что нужно создать художественный образ, опираясь на аутентичность, археологические раскопки, и в то же время, чтобы это было кинематографично. Ну вот вы смотрите на какую-то античную вазу, вам говорят, это саки. И там вы видите ряд таких человечков в остроконечных шапках. Мы думаем, как же это будет выглядеть вживую. Они как гномики. В этом же и была сложность, что как не сделать их гномиков, и в то же время, чтобы это соответствовало этим данным, да, историческим данным. И, конечно, это были войлочные шапки длинные. И нам первое время было непривычно на это даже смотреть. Если вы смотрите реконструкции, они всегда в очень диких цветах. Ну, например, реконструкторы шьют какую-то красную рубаху, зеленые штаны, какой-то, не знаю, очень яркий желтый пояс, и ты не понимаешь, как это должно выглядеть в кино, потому что это не должно быть так. В первую очередь для меня, конечно, это историческая личность, реальная, живая, когда-то жившая. Это не было так, что вот я сразу в себе почувствовала, скажем, мою героиню. Скорее это было так, что по крупицам, по частичкам мы вместе собирали этот образ. Музыка, да, дает свое настроение, режиссер обязательно ставит свою задачу, твои партнеры помогают тебе создать вот это внутреннее состояние, костюмы. И, наверное, сама я полноценно его смогла увидеть уже, когда мы смотрели фильм в финале. Это боль всех художников по костюмам, нам всегда мало времени. Минимально это 3 месяца. Желательно, чтобы это было полгода до, это только подготовительный период. Где-то около 1600 комплектов, 2000 комплектов. Это массовочных, но в комплект входят еще 5 вещей. То есть это чапан, нижний чапан, рубаха или там платье, штаны, обувь, даже больше, да, получается, головной убор, ремень, наручи, какие-нибудь там украшения, нагрудники, целая куча. И для самой Тамирис, вот у нее 35 выходов в кадре, да. Помимо этого, некоторые костюмы должны быть с дублями. Это около 50 комплектов только на одну героиню. А их было несколько. После того, как меня уже утвердили на роль, вся команда начала подготовку. И я на моменте видела, как они подбирают ткани, фактуры, цвета. Я помню даже, как они мне ткани прикладывали. Они пытались найти, прочувствовать, какая ткань как меня раскрывает. Вот, например, когда меня нужно было как героиню раскрыть как маму, они мне прикладывали, ну, такие, знаете, бежевые, такие молочные тона. Когда меня нужно было раскрывать как воительницу, то есть это были другие ткани, это была кожа, это были коричневые, темные цвета. У меня был такой один как сюртук, как доспехи, да, такой, но он был расшит именно такими, знаете, маленькими пластинами. И это все вручную расшивалось. Это был самый тяжелый костюм, он весил около 24-25 килограммов. То есть когда вот одеваешь, прям чувствуешь этот огромный вес, потому что ты, когда одеваешь эти костюмы, они реально помогают тебе прочувствовать то состояние, наверное, которое необходимо именно в этой сцене, именно вот в этом статусе, да, своей героини. У меня были такие интересные костюмы, когда вот действительно там нужно было идти, как говорится, на тропу войны. Это были очень удобные, очень по тем временам кочевьям, да, такие функциональные костюмы. И они действительно были очень функциональны, потому что мы снимали летом,
степь, жара. Нас многослойно одевают, но при этом не жарко. Вот я убедилась в том, что наши предки были очень умные, мудрые, что эти костюмы, они защищали от жары и в то же время сохраняют, вот, знаете, такой внутренний микроклимат, в котором комфортно. Мне очень, например, нравились костюмы, которые вот когда она уже была в расцвете своей, так скажем, власти, какие-то гривны, да, гривны — это такие украшения, которые подчеркивают твой статус, да, твою какую-то определенную позицию. А вот первое, что сейчас пришло на память, это костюм, который она одевала, скажем так, когда встречала вражеского посла. Это был такой в темно-коричневый в целом тандем костюма. Такой, знаете, как у Супермена длинный плащ коричневого цвета, меха. Вот внутри было такой, знаете, как доспех, но не расшитый, а именно кожаный, очень плотной структуры, как бы как сюртук такой. И, конечно, гривна. И такая огромная конусообразная шапка. Почему мне нравился этот костюм? В нем прям чувствовалась вот эта внутренняя сила, спокойствие, такая, знаете, очень сильная, властная, даже такая агрессия. Были такие костюмы, действительно, вот просто платье, очень легкое, летнее. Например, там в одной сцене, где она со своими подругами у реки, то есть под все платья всегда одевались штанишки, потому что мы помним, что наша героиня и вообще все женщины того времени степнячки, то есть в любой момент, даже в платье, она могла там запрыгнуть на коня и ускакать куда-нибудь. А костюм менялся в прямой зависимости от ее судьбы. Цветовая палитра Тамирис, она меняется, получается, от серой мышки она должна стать львицей, тигрицей, не знаю, лисой, яркой. Она идет, вот, получается, от серого цвета к охристым, коричневым цветам, и потом она выходит в красный цвет. А красный цвет — это очень сильный символ сакского периода. И тем более он ей шел. Это вот такая удача была, когда актрисе подходит вся цветовая палитра красных оттенков. И помимо этого она еще стареет. То есть красный цвет нужно было усугублять, более к сложным оттенкам идти, к бордовым, коричневым, да, получается, более таким драматичным, потому что она хоронит мужа, взрослого сына хоронит. И поэтому мы делаем цветоподбор. Это тотемизм, использует символизм животных. Почему мы это придумали? Потому что огромное количество персонажей в кадре одновременно. И они еще все меняются. Через 20, через 30, через 10 лет, через 5 лет. Они все должны еще меняться. Мы бы запутались по цвету. Разделение на символизм нужен был для того, чтобы поделить их по энергии, по состоянию, по цветам и по фактурам. Ты раскладываешь такие или полочки, или коробочки, или прям на полу прям складываешь кучки такие. Созревает костюм Спаргапа. Он не сразу созревает, то есть мы туда докладываем какие-то фактуры, ну, как бы на волка. Это на волка, это на тигра. Вождь Савроматов, он был у нас такой рысью. Мы туда там кошачье что-то там. Вот нам-то стало гораздо легче. Мы сразу стали по такому же принципу делить металл. У нас появилась система, и нету бардака. И когда есть система, ты уже можешь делать развитие костюма и делать этот континуум, возрастной в том числе. Если возвращаться к оживлению, да, костюмов, у нас шьют костюм, да, он новый из-под машинки. Его нужно как-то оживить. В первую очередь его надо постирать. Если это сукно, его надо подпалить. Если это доспех, его можно акрилом подфактурить, чтобы он как будто бы запыленный был. Потому что в кадре зритель всегда увидит, когда вещь новая, он не поверит. Он просто, его взгляд будет все время спотыкаться о новые костюмы. Вот. И это и есть оживление. А есть оживление во время создания костюмов. То есть, когда ты берешь какую-то тесьму со старинной паранжи, ты ее туда прикладываешь, уже костюм живой. В момент рождения костюма ты уже закладываешь какую-то очень старинную тряпочку, какую-то сетку какую-то, я не знаю, столетние чипаны, у нас были золотые столетние чипаны из Турции. Делаешь костюм из него, он уже становится живым. Это вот какая-то магия. Об этом не все знают. Была такая история. Для одного благотворительного фонда было предоставлено одно украшение, гривна, знак власти в фильме «Тамирис». Она одевала, когда, ну так скажем, хотела подчеркнуть
свой статус. И оно было выкуплено за 125 миллионов тенге. Деньги пошли на благотворительность, а украшение пошло уже непосредственно покупателю. У меня отношение менялось. Сначала мне очень не нравилось то, что мы сделали. Потом казалось, ну, в принципе, нормально мы сделали образ Исаков. Теперь мне кажется, боже, неужели это мы сделали? То есть я даже не верю. Ну, конечно, киностудия «Казахфильм» помогает, потому что это поддержка, это взаимодействие с компанией «Сатафильм», организация павильонных съемок, строительство огромной декорации «Вавилон». Костюмы с фильма «Томирис» остались в киностудии «Казахфильм». Они используются, обслуживают очень много разных других фильмов. И мы тоже их используем в разных проектах. Лично мои съемочные дни как раз-таки начались в «Казахфильме», здесь в съемочных павильонах. И мы здесь отсняли такой большой как бы объемный блок интерьера, там, где жила Томирис. Тогда я вообще для себя открыла, как интересно и уникально вообще создаются сцены, фильмы. Для меня это вот как для такого обычного зрителя было просто, как, знаете, как волшебство. Вообще магия кино, конечно, завораживает. Конечно, проект стал знаковым, любимым. Проект стал таким проектом, которым гордишься, потому что он очень масштабный, большой, исторический. Один из масштабных фильмов всего казахского кинематографа. Когда ты создаешь что-то уникальное и новое, это как-то имеет место в твоем сердце в любом случае.